Проект «Вышитая карта России» объединяет все регионы страны. 64 вышитых фрагментов из разных регионов уже прибыли в музей чувашской вышивки. На следующей неделе начнется работа по их сшиванию в единое полотно. На карте каких регионов замечена борода и шерсть оленей, а к изготовлению чьего фрагмента приложил руку министр культуры области и какие еще секреты могут рассказать карты субъектов страны, далее. Полноводный Амур и международный мост, связывающий Россию и Китай. Албазинский острог, взмывающая ввысь космическая ракета, динозавр, лотос Комарова и королева амурских полей Соя. Полотно, которое прислали из Амурской области, подчеркивает культурные, исторические и географические особенности региона. Пограничную реку Амур связала крючком лично министр культуры области Надежда Драгунова. Карту Чувашии вышила Надежда Кузнецова. Мастерица передала традиции чувашской техники вышивания. Каждый национальный узор имеет значение. Все фрагменты по-своему уникальны. Фрагмент карты Ингушетии самая маленькая. Ингушетия показывает свою республику в таком величии. Это вышивка стеклярусом, это вышивка жемчугами. И вы видите войлочные вставки, аппликация и такими серебристыми нитями. И, конечно же, есть и вышивка, хотя это не самый главный промысел Ингушетии. Готовая карта, на которой каждый из 85 субъектов Российской Федерации расскажет о себе, будет размером 3 на 6 метров. Прямо во время съемок этого сюжета в музей чувашской вышивки доставили 64-й элемент полотна из Чукотского автономного округа. Мех. Вышивка под шейным волосом оленя. Сейчас на фрагментах преобладает красный цвет, а для украшения изделий мастерицы используют самые неожиданные материалы. В Ямало-Ненецком автономном округе в расход пошла и борода оленей. Материалы разные, вы видели и бархат, и велюр, и канва, и лен, и все такое. Но здесь войлок. Войлок самодельный, конечно же, не покупной. Это Ямало-Ненецкий автономный округ. Такой традиционный цвет, приглушенно-красный, кирпичный. Используют оленьи жилы. Вот мы видим, когда приглядываемся, вот отрезки такие маленькие, какой длины используются, да, и они скрепляются к материалу волосами бороды оленей тоже. Напомню, в день чувашской вышивки 26 ноября в прошлом году проекту дал старт глава республики Олег Николаев. Идею поддержало и Федеральное агентство по делам национальностей. Вышитая карта страны идеально вписалась в год культурного наследия народов России. Ее представят на Красной площади в Чебоксарах 12 июня в рамках фестиваля-марафона «Песни России» под руководством Надежды Бабкиной. В последующем, в начале июля, благотворительный марафон Надежда Бабкина проводит в Южном федеральном округе в Крыму. И карта поедет в рамках фестиваля вместе с коллективом Надежды Бабкиной. После этого мы покажем карту в 5 федеральных округах, в столицах федеральных округах. Мы как раз сейчас работу организационную ведем с ними. И акция завершится уже в Центральном федеральном округе, уже в столице России, в Москве в конце 2022 года.